В общем, сейчас время детей, ближе к часу уже время. Рудик, не пей, тебе вредно. Так вот, детишки, подойдите ближе к экранам. Сейчас я вам расскажу одну прикольную историю. В общем, у меня в Грузии живет двоюродный брат. Его зовут Радик. Рудик, Радик, да, похож? Смешно вообще, ха-ха-ха. Ну так вот. У них там есть обычай рассказывать басни. Ну, как в России, как на Кавказе, они там тоже рассказывают басни. Только у них басни своеобразные. Так вот, меня мой брат научил одной басни, в общем. Я сейчас буду говорить с грузинским акцентом. Все, начали. Грузинский басня о ворон. Ворон залез в большой сосна и начал посылать всех на. Чтоб в лес всегда был дружба, мир, ворон в ротан воткнули сыр. Шел гордый зверь лисиц, скучал, увидел сыр и заторчал. Ходил вокруг 15 круг, побил рекорд и молвил вдруг: чего ж ты, Геннадий, ждешь, Вася, а? Простите. И сам не ешь и не даешь, а только дразнишь свой рак с большой опасной высота. Ворон послал без зверя на, но сыр во рту торчит, херня. Птиц черный лапка изогнул и фак лисиц под нос воткнул. Медведь шел спать, увидел фак, ударил об сосна кулак. Ворон упал, пришел весь лес, кто что-то нес с собой, кто без. Большой и дружный зверь тогда лез, ворон всю ночь давал пизда. Под утро ешь 7-8 раз, из птицы сделал пидорас. Теперь ворон простой петух, и сыр во рту давно протух. С тех пор весь лес ворон имел, когда хотел и как умел. Мораль грузинский басня прост. За свой ебал в ответный хвост.